Разве не видит человек, что мы сотворили его из капли? И вот он сейчас в открытую припирается. Разве не видит человек, что мы сотворили его из капли семени? И сейчас, однако, он, несмотря на это, стоит и в открытую с тобой припирается. Тут толкователи Корана говорят, что данные слова были ниспосланы в отношении человека по имени Убей ибн Халиф, многобожник, неверующий, который открыто стоял против пророка Мухаммада, саллаллаху алейхи вассалям. И в один из дней он взял в руки кость животного и подошел к пророку Мухаммаду, саллаллаху алейхи вассалям, и сказал: «И ты утверждаешь, что эта кость будет заново оживлена и воскрешена?» Задает такой вопрос. Взял кость, истлевшую, которая лежала, принес ее к пророку, саллаллаху алейхи вассалям, и говорит: «И ты говоришь нам, что после того, как жизнь прекратилась, все сгнило, осталась лишь кость, и кость в дальнейшем истлеет. Ты говоришь, что все это заново будет воскрешено?» Спрашивает он пророка, саллаллаху алейхи вассалям. На что посланник Аллаха, алейхиссаляту вассалям, говорит: «Да, Аллах непременно воскресит всех, и тебя в том числе, а затем ввергнет тебя в огонь за то, что ты был неверующим и не признавал знамения Всевышнего Аллаха субханаху ва тааля». И далее Всевышний Аллах приводит логические, разумные доводы на возможность воскрешения после смерти. Именно эти аяты приводят ученые в своих книгах, по акиде, вероубеждению, вероучению ислама, как разумные доводы на то, что Всевышний Аллах субханаху ва тааля способен воскресить все после того, как оно умерло, сгнило и ничего от него не осталось. Какие же доводы Всевышний Аллах приводит? Значит, он сначала привел этого человека и говорит: «Не видит разве человек, что мы создали его из капли?» И он подошел к тебе и припирается, говорит: он привел пример, саллаллаху алейхи вассалям: «Скажи ему и всем, которые сомневаются и не верят в воскрешение после смерти, в день суда, в день стояния, в последний день: воскресит их тот, который сотворил их в первый раз». Воскресит тот, который сотворил их в первый раз. Это первый что-то сотворил в первый раз, а в первый раз Всевышний Аллах сотворил все из ничего. Ничего не было, и Всевышний Аллах это сотворил. И сотворил человека, которого в помине не существовало вообще. И раз этот Творец способен сотворить, создать из ничего, из пустоты, то ему тем более никакого труда не составляет вернуть к жизни то, что уже было сотворено и создано. То есть сотворить все изначально из пустоты намного сложнее, чем вернуть к жизни или вернуть в прежний облик то, что уже существовало, и от него еще остались какие-то останки. Логически так. Однако Всевышнему Аллаху субханаху ва тааля и то, и другое никакой сложности не составляет. Это он лишь приводит в пример тому, в объяснение тем людям, которые пытаются понять могущество Всевышнего Аллаха своим разумом. Однако Аллах за пределами нашего понимания. Его могущество, Его знание, Его величие, мы не способны Его познать. Однако люди, которые отрицают
воскрешения после смерти, они опираются на материальные свои знания и доводы. И вот Аллах Всевышний приводит такие же доводы. Если вы сомневаетесь, что эта вещь может воскреснуть после смерти, заново оживиться, то вспомните о том, что вообще-то ее изначально вообще не было, и она не существовала вообще, и в помине ей не было, и ее создал Всевышний Аллах из пустоты. Так, следовательно, раз Аллах сотворил что-то из ничего, то заново вернуть то, что уже существовало когда-то, не составит ему никакого труда, тем более. И Аллах говорит о себе: «Вахуа бикулли халькин алим», и ведь Он о всяком творении сведущ и знающий. Он знает о всех своих творениях. Ведь Он все это сотворил и создал. И как Аллах в другом аяте в суре Мульк говорит: «Аля я'аляму ман халяк». Разве Творец не знает? Творец, Он сотворил все, Он создал, Он знает все до мельчайших подробностей строения Вселенной, величайших объектов и до мельчайших молекул и атомов. Потому что Он все это сотворил. И Он знает, как клетки разделяются, и в дальнейшем они преобразуются в плоть, из плоти появляется тело. Это Он все создал, этот порядок. Он управляет им, ведь Он Творец, Он Господь. И, следовательно, Ему никакого труда не составляет вас после смерти заново воскресить, в каком бы вы состоянии не были. И тут можно привести хадис, который приводит сподвижник по имени Худейфа, радиллаху анху, в достоверных источниках, что пророк Мухаммад, саллаллаху алейхи вассалям, рассказал историю одного человека, который, лежа при смерти, уже завещал своим сыновьям сжечь его тело и развеять прах. Половину на суше, а половину праха над морем. И сделал он это из-за страха перед Всевышним Аллахом, что у него было большое количество прегрешений и ошибок в этом мире, и он думал, что если сделает таким образом, то Аллах не воскресит его и не накажет за грехи. Человек умер, его сожгли, более того, кости растолкли, превратили в прах, в муку и рассыпали. Однако, когда пришел судный день, Всевышний Аллах сказал лишь одно слово: «Кун», будь. И этот человек предстал перед Всевышним Аллахом в полном облике. И когда Аллах спросил его: почему ты так сделал, он сказал: из-за страха перед тобой. И Аллах Всевышний простил его за это. То есть этот человек, от него ничего не осталось. Рассеяли его прах, пыль по земле и по морю, однако Всевышний Аллах Субханаху ва Тааля привел его к жизни заново. Никакого труда ему это не составляет. Значит, первый ответ сомневающимся в том, что человек после смерти может воскреснуть, это раз Аллах Всевышний сотворил все изначально, из ничего, то заново воскресить то, что имея существовало когда-то, ему тем более никакой сложности не составит. Ведь Он Творец, знающий обо всем. Второй довод Всевышний Аллах приводит: «Куль юхьиха аллази джа'аля лакум мина аш-шаджари ал-ахдари нара, фа иза антум минху туқидун». Он тот, который произвел вам огонь из сырых деревьев, и вы его разжигаете. Он вывел вам, произвел вам пламя, огонь из сырых деревьев, и вы его разжигаете. То есть здесь у нас две противоположности. Это сырость, вода, влага, и с другой стороны сухость, огонь, пламя. И Всевышний Аллах Субханаху ва Тааля этот аят приводит к тому, что Он меняет
состояние вещей, состояние материи из одного положения в другое. Вот оно было влажное, мокрое дерево, и Всевышний Аллах Субханаху ва Тааля обратил его в огонь, в сухой, в горящий. И так же, как Всевышний Аллах меняет вот это положение, состояние, преобразует состояние материи из одного в другое, Он также способен преобразовать и ваше состояние из мертвого в живое, и из живого в мертвое. Как Всевышний Аллах Субханаху ва Тааля в суре Аль-Имран говорит: «Тухриджу аль-хайя мин аль-маййити, ва тухриджу аль-маййита мин аль-хай». Скажи: «О ты, Аллах, ты выводишь живое из мертвого и выводишь мертвое из живого». То есть меняешь состояние вещей так, как ты пожелаешь. И так же, как весной земля, которая была мертва осенью всю зиму, она оживает, деревья, которые были мертвы, из них произрастают листья, далее плодоносят. Также Всевышний Аллах Субханаху ва Тааля, пролив дождь в судный день, оживит тела всех своих творений заново. И души вернутся в эти тела и предстанут для ответа. Значит, далее в суре Ясин в конце приводится второй довод, что Аллах Субханаху ва Тааля, Он меняет положение материи, вещей из одного в другое. Мертвое делает живым, живое делает мертвым, а мертвого Он способен, естественно, сделать заново живым. И никакого труда это ему не составляет. И третий довод, сомневающимся в том, что человек воскреснет после смерти, Всевышний Аллах говорит: «Авалейса аллази халака ас-самавати валь-арда биқадирин аля ан яхлука мithлахум бала ва хуаль халлакуль алим». Разве тот, который сотворил небеса и землю, не способен сотворить подобных им? Наоборот, Он сведущ о всяком творении. Тут Аллах Субханаху ва Тааля сравнивает одни творения с другими. И Он говорит: вы, люди, которые сомневаетесь в том, что Аллах способен вас заново воскресить, посмотрите вокруг себя на творения, которые превосходят вас по своему величию и по своей сложности. Вселенная, галактики, звезды, планеты, величайшие огромные творения и мельчайшие частицы. Аллах Субханаху ва Тааля это все сотворил, Вселенную и также Землю. Он управляет ими. Он сотворил на земле условия для существования, для проживания. И человеку достаточно взглянуть по сторонам, чтобы познать величие Творца. И вот, как же говорит тот, который сотворил эти величественные творения, как небеса и землю, разве он не сможет сотворить то, что куда проще, куда меньше всего этого, а именно вас, людей? Конечно же сможет. Тот, который сотворил сложное что-то, более сложное, он, естественно, сможет сделать что-то более проще, более легкое. Это тоже сравнительный довод приводит Всевышнему. Однако, опять-таки, здесь напомним, что Всевышнему Аллаху, что сотворение небес и земли, что сотворение людей, что сотворение еще более простых вещей, оно все одинаково. Ему все одинаково и никакой трудности, сложности не предоставляет. Однако он приводит эти сравнения, чтобы люди, которые опираются на логические доводы, размышляют, поняли величие Всевышнего Аллаха. Значит, в суре Ясин в конце Аллах приводит 3 довода.
Когда человек пришел и говорит, как же мы воскреснем после смерти, Аллах говорит, пусть человек вспомнит, как Аллах сотворил его в первый раз. Его вообще не было. И, следовательно, заново воскресить то, что когда-то было, намного проще, чем с нуля что-то сделать. Второй довод: Всевышний Аллах меняет состояние вещей. Влажное дерево превращает в сухой горячий огонь. И также Он может вас из мертвого состояния привести в состояние живое. И третье: Всевышний Аллах сотворил вещи куда более величественные, чем мы. Следовательно, нас сотворить и нас после смерти воскресить Ему никакого труда не составляет. И подытожив, Всевышний Аллах Субханаху ва Тааля, указывая на свое величие, могущество, Он говорит: «Иннама амруху иза арада шай'ан ан якула лаху кун фаякун». Его воля, Его повеление – это сказать «будь», и оно сбывается. Всевышнему Аллаху Субханаху ва Тааля достаточно сказать одно слово «будь», и оно сбудется. Если Он пожелает, чтобы все на земле в один миг было погублено, Он скажет «будь», и оно погибнет. Если Он пожелает заново всех воскресить, Он скажет одно слово «будь», и все заново воскреснут. Всевышний Аллах Субханаху ва Тааля могущественный, всезнающий, всемогущий, и нет ничего неподвластного Ему. И в конце говорит: «Фасубхана аллади биядихи малакуту кулли шай'ин ва илейхи турджаун». И пречист тот, в руках которого власть всего сущего, и вы непременно к Нему вернетесь. Пречист тот, кто властен над всем сущим, и вы непременно к Нему вернетесь, говорит Всевышний Аллах. Здесь уже предостерегает. Если человек пришел, сомневался, припирался относительно воскрешения после смерти, Всевышний Аллах Субханаху ва Тааля привел ему достаточное количество доводов разумных, логических на то, что воскрешение после смерти возможно, и оно непременно будет, и в конце уже предостерегает его. У тебя не осталось доводов, чтобы сомневаться и припираться каким-то образом, так бойся же дня воскрешения и дня, когда ты предстанешь перед своим Господом для отчета и ответа за свои поступки и свои деяния. Вот это была последние аяты суры Ясин. Очень важные и очень объемлющие аяты, альхамдулиллах. Всевышний Аллах Субханаху ва Тааля в этом Коране ниспослал доводы, указывающие на истинность этого послания. И эти доводы, они никак не противоречат логическому, логике и размышлению. Напротив, Всевышний Аллах Субханаху ва Тааля сам приводит эти доводы, чтобы у человека не осталось сомнений. И Он призывает людей всегда размышлять. «Инна фи халки ас-самавати валь-арди ва ихтиляфи ал-лейли ван-нахари ла-аяти ли-улил альбаб». Воистину, в сотворении небес и земли и смене дня и ночи есть знамения для людей, размышляющих. И в огромном количестве аятов в Священном Коране Аллах призывает людей размышлять, задумываться, мыслить. И это, несомненно, явный довод на истинность и правдивость данного послания. Ведь лжецы и те, которые стремятся людей обмануть, они стараются разум человека затмить разными эмоциями и другими непонятными доводами.
Потому что если человек начнет размышлять, то ложь этого обманщика, она тут же прояснится. И поэтому, если, например, один пытается обмануть другого, он всегда пытается затмить его разум, чтобы человек не думал, не размышлял, не задумывался. Красивыми речами, красивыми словами, какими-то поступками он пытается приглушить в человеке мысли и разум. Это делает обманщик. Однако тот, кто не лжет и стоит на истине, он, наоборот, призывает человека задумываться, размышлять. Ведь посредством размышления он примет эту истину. И Всевышний Аллах в Коране постоянно людей, человечество призывает размышлять, задумываться, мыслить. Ведь Священный Коран – это истина, и в нем нет никаких недостатков, и нет никаких искажений или же сомнительных вещей. На этом мы завершим. Субханакаллаху ва бихамдика, ашхаду ан ла иляха илля